27 марта 1864 года наместник Кавказа, великий князь Михаил Романов, писал о необходимости упразднения Абхазского княжества и заселения его казаками. Чтобы решить абхазский вопрос в пользу России и абхазского народа, наместник Кавказа предложил следующее. Первое. Владетеля и наследника его склонить отказаться от права владения. Второе. Назначить владетелю и наследникам его содержание, их обеспечивающее. Третье. Из Абхазии образовать военный округ с подчинением кутаисскому генерал-губернатору. Четвертое. Если количество свободных земель дозволит, то водворить вдоль берега до устья Ингура казачьи поселения. Пятое. Границей между кубанским и абхазским войском назначить хребет, замыкающий Гагринскую теснину. 27 марта 1922 года вышел декрет СНК ССР Абхазии о проведении недели ребенка в Абхазии. 27 марта 1922 года состоялась первая женская беспартийная конференция. 27 марта 1970 года в Ленинградской государственной филармонии состоялся концерт симфонического оркестра под управлением Одиссея Димитриади и солистов Жозефины Бумбуриди и Лииса Цилипидиса. Жозефина Бумбуриди – выпускница Сухумского музыкального училища, работала там же педагогом, была солисткой Сухумской государственной филармонии. Сопрано Жозефине Бумбуриди в 1971 году было присвоено звание заслуженной артистки Абхазии. Народная артистка Абхазии, народная артистка России Хибла Герзмава и народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России Алиса Гицба были ученицами Жозефины Бумбуриди. Мы созваниваемся, где бы я ни была, мы созваниваемся. Она иногда мне звонит: где ты, моя девочка, находишься сейчас? Я так рада за тебя, я тебя очень люблю. Вот то тепло, которое она мне дает, мне очень важно. 27 марта 2004 года президент России Владимир Путин заявил, что у абхазской проблемы не существует военного решения. По его мнению, военное решение приведет только к дальнейшему ухудшению ситуации и разрастанию пропасти между Грузией и Абхазией. 27 марта 2008 года впервые в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных состоялся сольный концерт Джансуха Чамагуа. Концерт прошел в рамках фестиваля «Апсны. Страна души» с участием народных артистов Абхазии, России и оркестра Академии музыки имени Гнесиных. 27 марта 2009 года в Новоафонском монастыре прошла церемония освящения куполов и купольных крестов. Ее провел управляющий делами Абхазской епархии отец Виссарион. 27 марта 2010 года Российско-Абхазская межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству одобрила комплексный план развития Абхазии на 2010-2012 годы. 27 марта 2012 года новый автомобильный пункт пропуска открыт на границе с Абхазией. Каждый тип транспортного средства, будь то автобус, легковой или грузовой автомобили, имеет специально выделенную территорию для автономного прохождения всех необходимых контрольных процедур. 27 марта 1897 года родился Василий Лакоба, государственный деятель. Принимал участие в сражениях Первой мировой в составе Абхазской сотни, стал последователем идей большевизма, вел агитацию в Дикой дивизии. За это Василий Лакоба был лишен всех наград, а это 3 Георгиевских креста. Затем его вынудили уехать в Абхазию. Он сыграл большую роль в создании национально-освободительной дружины Керас. Был начальником милиции в Гагарском и Гудаутском уездах, избирался членом Абхазского обкома. Прирожденный оратор Василий Лакоба в 1937 году в числе первых в Абхазии был репрессирован, приговорен к высшей мере наказания. Имя Василия Лакоба носит улица в Пицунде, Пицунская абхазская средняя школа номер 1. 27 марта 1931 года родился Константин Чингелия, композитор, народный артист Республики Абхазия, председатель Союза композиторов Республики Абхазия, кавалер ордена Ахтябша 3-й степени. В разное время работал концертмейстером в музыкальных школах республики, директором Дома народного творчества, в Министерстве культуры Абхазской АССР, художественным руководителем ансамбля долгожителей «Нарта». На Всемирном фестивале народной музыки «Золотой павлин» в Венгрии в 1974 году хор долгожителей был удостоен главного приза «Золотой павлин». Организовал и руководил ансамблями народных песен и танцев «Рица» и «Ерцах».
В годы Отечественной войны народа Абхазии создал хор Аяйра и выступал с ним на фронтах. Константин Чингели – лауреат 2 премий – государственной имени Дмитрия Гулия и «Летопись войны». Он автор более 100 песен, среди которых песня Аяйра на слова Лёли Тванба, ставшая символом победы, песня об Абхазии и другие. Да Болгариян гадыч, имсы хузыч фун гадыч. 27 марта 1955 года родился Мушни Хварцкий, герой Абхазии, полковник. Ученый-археолог Мушни Хварцкий работал в Ленинградском отделении Института археологии Академии наук СССР и учился в аспирантуре. Был сотрудником отдела археологии Абхазского института языка, литературы и истории. Принимал участие в археологических экспедициях, выявил ряд пещерных стоянок эпохи палеолита. Вел стационарные раскопки в ущелье реки Бзыбь, принимал активное участие в раскопках в селах Мгудзархуа, Анхуа, Тамышском поселении, открытии многослойной стоянки Мачагуа в селе Хуап. С 1988 года член правления Народного форума Абхазии. Служил в Агудзерском батальоне Абхазской гвардии, заместителем командира по личному составу. После начала грузино-абхазской войны Мушни Хварцкий – один из организаторов обороны Красного и Белого мостов в Сухуми. Был командиром батальона специального назначения, командующим Гуместинской линии фронта. Ригагра епшзем, леселидизен за епшзем, фалакиду, итпау, яуб, ряковый, усимрезема гора, наски харос фаш, целая хамазем, аковый гора. Абжирзмо, изкол худиги доги раззаги, рахатна фалаки хатхишто, нахки барба, и бзини шубом бой, обрыги хамгара алазо. Мушни Хварцкий был представителем абхазского командования на восточном направлении фронта. Погиб в декабре 1992 года. Похоронен в селе Лыхны на исторической поляне Лыхнашта. В дни войны он говорил: «Я верю в свой народ и в то, что мы победим, что через эту победу и страдания мы возродимся другими на качественно новом уровне». Не хочу, чтобы мой народ стал полностью была массой, которая занимается доставанием каких-то долларов или рублей. Мандаринами там торговали. Нас к этому вели и чуть не привели. Слава Богу, мы к этому еще не пришли, а уже и не придем. Я более чем уверен, что чем больше нас давить будет, тем больше этот дух будет возрождаться, тем больше будут просыпаться гены, тем больше будем мы познавать друг друга, помогать друг другу. И я нисколько не сомневаюсь, что мы победим. 27 марта 1962 года родился Олег Чанба, герой Абхазии. Служил в военно-воздушных силах России, был командиром эскадрильи. После начала Отечественной войны народа Абхазии оставил службу и горными тропами, ориентируясь по карте, в составе первой группы перешел Кавказский хребет. Обладая знаниями механика, инженера и летчика, он принял решение использовать дельтапланы в борьбе с противником. Сам лично принимал участие в боевых вылетах. Чанба – первый командующий ВВС Абхазии. Под его руководством шел процесс становления абхазской авиации. Олег Чанба руководил противовоздушными расчетами Гуместинского рубежа. В декабре 1992 года на самолете Як-52 нанес ракетно-бомбовый удар по Сухумскому аэродрому. А в январе 1993 года погиб, возвращаясь с боевого вылета. Взревел мотор, ожили стрелки, лег на курс. Неограничено на небе пребывание. Причем здесь топливо? Я ж все равно вернусь. Я ж не прощался. Я сказал вам до свидания. Причем здесь топливо? Я к вам еще вернусь. Я не прощаюсь. Говорю вам до свидания.
За последние 10 лет в день 27 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году. Это 17 градусов. Самая же низкая в 2012. Это 2 градуса.